Глаза полные слез, но не потерявшие надежду. Все как тогда, в годы активной борьбы за возвращение крымских татар на родину. Эти эмоции вновь испытал каждый, кто пришел поздравить с юбилеем журналистку, поэтессу, активистку крымско-татарского национального движения Лилю Буджурову. Свой день рождения она отметила вместе с народом, права которого отстаивала всю жизнь и продолжает это делать ежедневно и сейчас. Keçken ve bugünkü ağır günleriniz ilgilidir. Benim ve sizin esası o biz Kırım'da yaşayıq. Mında sabahlar ve akşamlar karşılayıq. Mında balarını gösteririk. Mında her gün Allah'a işanıp ondan geleceğimiz için yalvarıyıq. Что буду делать я без этой боли? Когда когда-нибудь вернусь домой. Для сердца жить, привыкшего в неволе, не станет ли убийственным покой? Боль эта памятью отцовской стала, и деда неувиденным лицом, и запоздалой ярости началом, и застарелой трусости концом. Она однажды цепью приковала меня навек к народу моему, и я одна из многих тысяч стала, чье сердце похоронено в Крыму. Стихи, которые знают в каждом крымско-татарском доме, звучали в этот день не только в исполнении автора. Актеры Народного крымско-татарского театра сделали на их основе театральную постановку, которую представили публике. Беклей халқны арзы қыз. Бір вақыт яныдан шу ширлерін кенеді деңгілесек, яныдан өзіміз үшін айыры бір мана тапамыз. Бетте бұл ширлерін рат ештмейсін. Тап көзлерін ер вақыт көзлер яшлап, оле етіп деңгілейміз. Впервые о Лиле Ханым я узнал еще в детстве по рассказам своей Елизаветашки. Она рассказывала о черчикских митингах и рассказывала о молодой девушке, которая поднимала дух нашему народу. Позже я уже ознакомился с ее творчеством. Ее стихи настолько пропитаны патриотизмом и любовью к родной земле. И я рад, что нашему народу, нашей молодежи есть на кого равняться. Настоящую бурю эмоций вызвало у зрителей проникновенное стихотворение Лили Буджуровой «Говори, отец, говори» в исполнении 7-летней Арзы Мустафаевой. В моих венах пусть бьется беда, как с соленого моря вода. Пусть не бьются камнями виски черноморского пляжа пески. Память крови нельзя приглушить, боль народа нельзя задушить. Все эти и другие стихотворения Лили Буджуровой раньше никогда не издавались. Они распространялись только в самиздате. Теперь эта несправедливость осталась в прошлом. На творческом вечере поэтесса презентовала свой первый и долгожданный сборник «Поэзия изгнания». Многие гости творческого вечера признавались, стихи Лили Буджуровой стали для них одним из символов возвращения на родину. Еще когда мы ехали сюда, в Крым, а это уже почти 30 лет, уже тогда ее стихи вызывали не то что боль в сердце, а слезы. Потому что каждый ее стих это цепляло. Тогда это действительно была надежда. Мы пытались зацепиться за Крым. С ее стихами, наверное, со слезами и с болью, и с этим мы жили, цеплялись, выстроились, встали на ноги. Мен студентлік вақытында оқығаным, оны шиірлерін сам издат олған. Мына бүгін мен торынларым оқишу шиірлерін компьютерден тапып, ештелерді ezberlеп алғандар. Олар ер вақыт сұрайлар, кім о Лиля Буджурова? Лиля ханымдай ханымлар жоқ olsun біздің халықта. По словам ветеранов крымско-татарского национального движения, стихи Лили Буджуровой поднимали дух и объединяли народ в самые тяжелые моменты возвращения. Лиля ханымы тап Ташкенттен білейм. Митингте, халықлар топлаянда
Дружба народов ден ерде Ташкентте бұл Лиля шықты. Онан соң шиырлер яңрады. Біз шаштық. Хандан шықты Лиля. Біз оны білмейік. Алла ярабым ұзақ өмір. Аллау Тәала оң бойына бақыт инжилері тақсын. Мен бүгін çok қасиетленdim келгенде. Шынжық ғұрур толды içim. Лиля ханымны пек севедік. Яшлықтан берлі оқимыз, білеміз, көреміз ижадыны. Пек ғұрланамыз. Бүгін япқан балабан мирасим bizlerге, халқымызға ғұрур бере. Onun için çok куванамыз, ембелейміз, bizim келечегіміз parlaqtır. Находят большой отклик в сердцах людей и журналистские работы Лили Буджуровой. Ее публикации и телевизионные эфиры всегда посвящены самым острым и злободневным темам, за которые многие даже не рискуют браться. Ее передачи были настолько свежие, актуальны. Я огромный поклонник ее творчества. И в целом мне нравится она как женщина, как человек, как личность, которая не меняет своих убеждений. И всегда, мне кажется, идет по той цели, добивается, которую она поставила себе. Поздравить юбиляра пришли ее коллеги, соратники, друзья и близкие. Со сцены звучало много теплых слов, воспоминаний и песен в исполнении популярных крымско-татарских артистов. Эффектно поздравили юбиляра работники студии «Караденес Продакшн», в которой Лиля Буджурова сейчас работает заместителем генерального директора. Работать с Лили Ханум в одной команде – это не только усиление команды, высокий профессионализм и всегда интересный продукт. Это прежде всего жить и работать с таким же бесстрашием, отвагой, с такой же принципиальностью, быть вне конъюнктуры и всегда бороться за правду и справедливость. Завершился вечер совместным исполнением песни Эдипа Асанова «Миллетом».